Когда жадность затмевает глаза, а богатство становится дороже, чем собственный сын. На сцене Тюза удивительный сплав двух гениев – Пушкина и талантливых ингушских актеров. Герои пьесы «Старый барон» и его сын Альбер – рыцари и потомки некогда славного рода. Но мир изменился, соблюдение рыцарского кодекса и чести стало непосильным бременем для них. Из-за скупости своего отца Альбер находится в унизительном бедственном положении. Он постоянно испытывает денежные затруднения, страдая и мучаясь из-за этого. Барона же гнетет мысль, что наследник спустит все накопленное им с таким трудом. Актеры постарались показать психологию человека, одержимого страстью скупости. Предмет заветных желаний скупого рыцаря и его сына – власть с помощью денег. Золото становится самостоятельной силой, одерживающей верх даже над инстинктом жизни. Барон – торжествующий порок жадности. Секрет лаконичной, трагической и загадочной пьесы, написанной Пушкиным, раскрыть сложно, но тем интереснее сам процесс. Маленькие трагедии, в которые входит и скупой рыцарь, написаны автором за 3 недели, а зритель разгадывает их вот уже 200 лет. Не пожалел то, что посмотрел. Вот ни разу в жизни такой спектакль крутой не видел. Какую мораль я понял, то, что в жизни деньги не самое главное. Что, жадным тоже нельзя быть. Нравился, все хорошо, декорации. В общем, актеры прекрасные. Этот спектакль в Театре юного зрителя проходит в рамках всероссийской акции, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Пушкина во славу русского гения. Самая большая сложность была не столько с переводом, сколько все это осваивать. Потому что это звучание Пушкина на ингушском языке, оно чуть-чуть сложновато для актеров. Но в процессе репетиций, мне кажется, что они освоили этот язык. Тем более Руслан переводил так очень поэтично. Увидеть спектакль «Скупой рыцарь» в постановке Ахмеда Ильянова зрители могут с 23 по 27 сентября в Тюзе. Тамара Хашагульгова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.